В уйгурском движении разгорелся спор, помогает ли вера делу освобождению или, наоборот, мешает. Разберемся в этом. Есть мнение, что все эти разговоры о религии — это просто отвлечение от главной цели — от независимости. Но чтобы разобраться, автор этого взгляда предлагает обратиться к истории борьбы за свободу. В XX веке было две большие попытки обрести независимость, и обе, несмотря на ярких лидеров, провалились. Так почему же? Утверждается, что дело не только во внешних врагах. Проблема была внутри. Эту внутреннюю проблему называют бузук-акида, то есть испорченная вера. Вера в традиции, а не в сам Коран. Именно эта испорченная вера, как утверждается, и вызвала внутренний раскол. Она ослабила движение изнутри. То есть есть два пути. Вера предков ведет к расколу, а вера Корана, как считается, к единству. И вот что получалось. Лидеров освобождения их же соратники объявляли неверными. Какое же тут единство? Какое же решение? Согласно этой точке зрения, оно одно — вернуться к Корану, чтобы обрести ясность. Утверждается, что именно это поможет отбросить все споры и, наконец-то, объединиться против общего врага. Ведь, согласно этому взгляду, Коран прямо указывает, кто на самом деле является единственным врагом. И этот враг — Китай. Все становится предельно просто и ясно, никаких полутонов. И тогда вся национальная борьба — это уже не просто политика, это становится высшим религиозным долгом. Получается, что освобождение Родины — это и есть высшая форма поклонения, самый главный национальный долг. Вывод здесь такой. Вера и освобождение неразделимы. Без чистой веры, как утверждается, свобода невозможна. И все это подводит к главному вопросу. Так какой религии следовать? Религии предков или религии Корана?